Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Всем известно, что наша республика – это край алмазов, экстремальных температур, мамонтов, шаманов, каменных столбов и, как неудивительно, песчаных барханов. У нас турист может побывать на полюсе холода, принять участие в традиционных обрядах, увидеть знаменитые ленские столбы, встретить уникальный бархан Тукулан среди тайги, познакомиться с могучими бизонами и испытать головокружение, глядя в гигантскую воронку алмазного карьера «Мир». Но это еще далеко не весь список прекрасных уголков нашей республики, которые с развитием туристической отрасли все больше открываются для путешественников, так и для жителей самой Якутии. О том, как эта самая отрасль сегодня развивается, что она готова предложить даже самому искушенному туристу, поговорим с моей сегодняшней гостьей, которая сама на себе испытала немало туристических троп. У меня в гостях заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Мария Карпова. Мария Эдуардовна, добрый вечер. Здравствуйте, Ирина. Вы у меня в первый раз, поэтому хочу начать с того, что вы один из выпускников программы подготовки кадров Муравьев-Амурский. Да. Вот. И родом из Тверской области. То есть, получается, вы для своего рода тоже Якутию для себя открываете с туристической точки зрения, и поэтому давайте вспомним ваш первый визит в республику, да, вот если вы приехали допустим, как турист, ну, я понимаю, что вы, наверное, как участник программы приехали, да, на этапе обучения, вот. Но если бы вот как турист, что вы увидели, что вас поразило и что поменялось вот сейчас? На самом деле, я приехала еще в 2021 году в Мирный, и через Мирный я влюбилась в Якутию и искала пути, как сюда вернуться еще раз. Вот. И что меня поразило в Мирном, что это город, где, во-первых, тоже, как за полярным кругом, у нас всегда светло летом, что там очень много детей, которые в 11 ночи, в светлые наши летние ночи, гуляют без присмотра. Ну, это же круто, этим уже центральная Россия похвастаться не может, потому что там мамочки как на сетке над ребенком нагнетают, и у него никакой нет самостоятельности. И это меня как бы впечатлило. Плюс безумно красивая тайга. То есть вот у тебя есть город, также и в Якутске есть город, ты за него просто выходишь на автобусе, доезжаешь до Чурмурана как минимум, и уже начинается лес. То есть ты поднимаешься на сопку, на смотровую площадку, и у тебя безграничная тайга, и ты чувствуешь простор. И вот это мне здесь очень прельщает. Еще плюс, что мне понравилось зимой, то я была впечатлена, что здесь люди рубят лед. Почему впечатлена? Потому что я такое видела только в мультике, в «Холодное сердце», наверное, все смотрели, как там люди вначале добывают лед. Ты думаешь, что, зачем это делать? И я вижу, что я гуляю с собакой по зеленому лугу, и там целые машины с этим льдом. Я останавливаю водителя, говорю, можно мне сфотографировать? Они на меня как на дурочку смотрят, такие, ну это же лед, как бы все знают про лед. Я такая, нет, я не знаю, дайте мне интервью, расскажите про лед, мои подписчики про него не знают в Центральной России. Вот, это то, что мне как раз таки очень нравится. И, конечно же, что зима начинается раньше всех. Это в Якутии. Ну, кстати, про подписчиков из Центральной России. Как они сейчас реагируют? Вы ведете активно свои соцсети. Давайте посмотрим кусочек. Здесь максимально легкий снег. А так я родом из Тверской области, я привыкла, что снег тяжелый. И в Мирном я увидела снег пушистый, сантиметров 10, гуляю с Айхалом. И такая падаю на колени, и снег в разные стороны расступается, и я обледеную землю коленками. 5 недель с синяками. Очень легкий. Обрастаю куршачом, гуляю в сказочной Якутии. Бррр, хорошо. Вот как подписчики реагируют? Есть ли желающие приехать? Да, у меня уже 2 подруги приезжали в этом году, останавливались, и я им вообще не помогала. Я говорю, вот, ты приехала ко мне как бы в Якутию, я работаю, ну, она на аутсорсе работает, 2, вот, и они все сами искали турпродукты, что посмотреть, они были моя контрольная закупка, так сказать, они рассказывали, какие у нас есть сложности, что изменить, что улучшить. Людям это нравится. Мне бы очень хотелось, вы знаете, что у нас самые талантливые люди живут и креативные, мне бы очень хотелось, чтобы они делились своими эмоциями, своими ежедневными рутинами, потому что они отличаются от Центральной России, и людям это интересно. Например, я сейчас выкладываю, что у нас минус 29, а у меня друзья присылают, как у них классно, солнышко светит, и листья еще зеленые. И я говорю, ребят, вот вы еще только мечтаете о зиме, а у нас уже зима началась. И как вы знаете, что люди все стремятся к Новому году, хотят зиму, вот этого покоя, умиротворения. Я говорю, приезжайте к нам, это у нас уже есть.
Вот, и им это очень нравится, да, у меня очень много комментариев после просмотров. А что такое куржач? Это слово я узнала здесь. Между прочим, мне рассказали люди на Зеленом лугу, с которыми я обычно гуляю. Это как раз-таки снег, иней из снега, который образуется во время гулянки. Вот это то, что на ресницах? Да, вот это белое, эти все селфи, белое, вот это. на шарфе, везде. Это называется куржач. Да. Понятно. Ну, раз мы говорили о том, что зима у нас уже началась, да, у нас же одноименный фестиваль. Мгм. Зима начинается с Зима Якутии, начинается с Якутии. Вот, давайте его немножко проанонсируем, что там в этом году. Да, конечно же, мы знаем, что этот фестиваль у нас начался благодаря вкусам Якутии, что наши рестораны открывают нашу уникальную кухню. Например, я была в восторге в том году, я попала на это мероприятие, и я попробовала великолепную жеребятину, которой у нас нет. У нас же особая молочная жеребятина, то есть она даже травку еще не поела, а мы уже ее потом пробуем, грубо говоря. Вот. У нас вообще нет, не используется никаких специй, это тоже очень уникально. Плюс, как вы знаете, что Man Health, по-моему, выложил самые лучшие 100 кухонь мира, и наша строганина была на 3-м месте. Ну, то есть это же круто, почему про это никто не рассказывает, этим надо гордиться. Плюс у нас рестораторы выезжали на Олимпийские, можно сказать, игры по гастрономии, и там занимали первые места с нашей кухней. Вот. Плюс очень мне нравятся как раз-таки выставки наших ледяных скульптур. Плюс, что они останавливаются, и можно посмотреть и эпос, и сказочных персонажей. Также у нас будет, как всегда, колонна в городе проходить, как помните, со знаменитой рекламы «Праздничная колонна». Да. Фестиваль строганины обязательно. Обязательно в «Триумфе» будет фестиваль строганины, его нельзя пропустить. Плюс бриллиантовые нотки. Ну, то есть, ребята, не сидите в это время дома и приходите к нам в Якутии открывать для себя новые горизонты. Если не доедете до Якутска, то фестиваль строганины мы будем транслировать в прямом эфире. Но нужно попробовать. Слово про гастротуризм. Это, вот вы начали сами про рестораны, да, это является, конечно, важной составляющей такой... Да, туристы все едят, и мы тоже в том числе. Вообще гастротуризма. И в последние несколько месяцев о своем закрытии объявили сразу несколько столичных ресторанов. Вместе с тем, вот условные вот эти шаурмичные, наливайки, их число никак не сокращается. На уровне министерства что-то в этом направлении какая-то работа ведется, ситуация контролируется как-то? Да, конечно, мы постоянно в этом направлении работаем, и у нас есть отдел, который занимается как раз-таки алкоконтролем, можно так сказать, лицензированием этой деятельности. И здесь мы, конечно же, помогаем предпринимателям, которые рассказывают реста-бизнес, намного больше и эффективнее. Мы их тоже пиарим, продвигаем для того, чтобы у нас была культура как раз-таки питья. Вот. И наши рестораны, как вы знаете, что у них хороший темп, если я не ошибаюсь, у нас по городу Якутска 77 ресторанов сейчас осуществляет свою деятельность, и мне бы хотелось, чтобы их количество росло. Ну и, кстати, по сравнению с другими регионами, даже национальными регионами, все-таки столько ресторанов, такого количества ресторанов с национальной кухней нигде, ни в Казани я не увидела, там, ни на Алтае, это действительно. нигде. И вообще, как вы знаете, что у нас раньше был регион долгожителей, когда питались только своей якутской едой. Вот. И мы к этому опять-таки стремимся, потому что наша еда, поверьте мне, отличается очень сильно тем, что как будто бы происходит детокс. Ну, то есть мы используем только натуральные специи, и твой язык потом может еще и ощущать другие вкусы. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить текстовое сообщение, вопрос свой в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Мария Эдуардовна, я не могу не спросить про ваш пеший поход из Якутска до Покровска, о котором вы упомянули, кстати, в эфире нашего телеканала. Как прошло, покорился ли путь? Да, это был потрясающий поход, я всем советую. У меня был там эксперимент на друзьях поставлен, у меня были друзья из Москвы приезжали, айтишники, которые 4000 шагов в день в Москве проходят. Вот. Были люди, которым за 60, и я смотрела, когда они начнут ныть. Для того, чтобы понимать, когда турист устает, и в этом месте, чтобы организовать потом туристический кластер. Потому что, как вы знаете, у нас гектар процветает, и мне бы очень хотелось, чтобы гектары не просто так раздавали, а раздавали в определенных местах под туристическую деятельность, чтобы они были обоснованы. И тропа — это как раз-таки обоснование. Вот, в определенных рэперных точках, там на 10-15 километре у нас везде должны быть туристические базы. У нас должны быть теплая вода, туалет и так далее, для того, чтобы эти походы могли быть круглогодичными. Потому что в палатках
палатках, как вы знаете, у нас сезон только 2-3 месяца вы можете ночевать. Но даже и в палатках турист хочет комфорта. То есть он хочет становиться в кемпинге в каком-нибудь, где будет интернет, где будет душ, где будет туалет, простите меня, не знаю, это слово ли можно говорить в эфире или нет, но это очень важно для комфорта. И этот маршрут очень понравился тем, что он безопасен. И потом, получается, мы вышли на драйви, и сейчас мы с ними ведем проект тропу сделать от Табагинского до Кангаласского мыса. То есть они проработают полностью визуал, и этот проект, и целую тропу, этот проект они передадут в город, и потом предприниматели смогут брать мафы, оттуда столбики, навигацию, и со своей рекламкой их делать, то есть по определенным ТЗ. И плюс мы очень хотим тут как раз-таки интегрировать музеи, потому что, как вы знаете, и в Актемцах, и в Лохане, и в Покровске есть музеи, и человек может приехать, например, и сходить, ну, пройти маршрут, утром заночевать где-нибудь в классифицированной гостинице, обязательно в классифицированной, вот, и потом на следующий день сходить в музей, и самое главное, уехать на автобусе обратно, если он не хочет продлевать этот путь пешком, потому что по этой тропе везде есть автобусы. А сколько часов вы шли пешком до Покровска? Ой, если честно, я в часах не измеряла, но если это было, по-моему, 3-4 дня у нас вышло. То есть как раз майские праздники, мы на них и пошли. 3 дня шли? 3 дня, по-моему, 3 дня у меня было, да, там рекорд, 120 километров. Но скажу честно... Ночевали в палатках? Нет, мы остановились в базах туристических, потому что в палатках было еще очень холодно, но у меня еще палатки тогда не было. Ну, еще не пришла у меня откуда я. Вот. И получается, что мы ночевались в Северной Мозаике, первая ночевка, вторая ночевка — это в местности Ортодайду, третья — это в Покровске. В Покровске меня нигде не пустили с собакой, и поэтому мне пришлось останавливаться у друзей. А так я была готова остановиться в гостинице со своими друзьями. С друзьями вообще очень выгодно путешествовать, потому что вы все расходы делите пополам. И думаете, есть потенциал, да, у Уверена. этих Да. пеших маршрутов? Да, благодаря вот этому маршруту со мной сейчас, например, люди знакомятся просто в автобусе. Я куда-то выезжаю, и говорят: Мария Эдуардовна, мы тоже ходим по этому маршруту. Ну, то есть я во всякие пешие походы вступила в группы, в телеграммах, каналах, в Максе и так далее. Вот. И они теперь, получается, делятся со мной маршрутами популярными, которые хотят, чтобы развились. У нас очень много пешиков, очень много, и это безопасно. А там не приходится разве вдоль трассы идти? Нет, вы идете по мыранам, ну то есть по верху, по верхушкам, а также мы, например, второй маршрут был сложный, идти по мыранам, и мы пошли по полям. И по полям это было как будто бы в какую-то сказку попадаешь, потому что у нас же луга неровные, а они тоже с такими холмиками, плюс там коровки наши маленькие водятся, лошади. У меня столько фотографий нашей фауны, даже суслики. Но сусликов мне Айхал показывал, моя собака. Еврашки. Да, еврашки, извините, да. А вы знаете, что если намочить еврашку, то он будет, пока не высохнет, стоять ровно и не шевелиться. Имейте в виду, носите с собой воду. Но у нас в республике принято считать, что туризм по большей части сезонный и, как правило, конечно, летний. Да? К зимнему вернемся позже. Вот прошедший сезон этого года, какие у нас показатели по гостям? Я понимаю, что туда попадают все командировочные, вот, но тем не менее. В этом году у нас немного меньше туристов, чем в том году. Это связано с тем, что у нас не проходили игры «Дети Азии». Вот, и мы немножечко здесь просели. Но я уверена, что у нас будет увеличение сейчас зимой, потому что у нас и форумы разные сейчас будут. Это и Северный форум, обязательно, кстати, цифровой алмаз. Да, плюс у нас еще в декабре приезжают гости, примерно там 400 человек как минимум. Вот, мы здесь работаем, и плюс нам очень важно видеть результат с сертифицированных баз, потому что мы считаем туристов именно те отели, которые входят в реестр. Вот. И мы сейчас поэтому общаемся с главами муниципалитетов о том, что показывайте, кто у вас оказывает деятельность, потому что туризм должен быть безопасен и должен быть приятен для человека, чтобы он туда захотел вернуться. Но чтобы у нас не было такого шаблона, как говорят иногда, что одноразовая Якутия. Меня это прям до глубины души раздражает. Одноразовая Якутия, ну что это такое? А потому что просто неправильно оказали услугу человеку. И деловой турист не хочет к нам потом возвращаться с семьей. А моя задача, чтобы мы ему так показали Якутию, чтобы он к нам вернулся со всей своей семьей и еще друзьям посоветовал. И чтобы приехал летом, потом зимой обязательно. Конечно, потому что два разных абсолютно сезона. Ну, то есть, и такой холод, как здесь, я нигде не испытывала. Он сухой. Вот есть сауна горячая, ты в нее заходишь, у тебя сразу же нос горит.
А здесь ты выходишь на улицу, и у тебя наполняется холодом таким же. Но он, я не знаю, он не обжигает, он приятный холод. Но он не мокрый, он сухой. Ну, короче, необычно. Ну, кому я рассказываю? Извините. Ну, в общем, нужно приехать и летом, и Обязательно. и зимой. И весной, и осенью. Осенью, потому что у нас в Хандаге потрясающие, горы окрашиваются очень красиво. Плюс весной у нас в Амге же цветет сакура, наша местная. Это же тоже круто, это сезонно. Этим не все могут похвастаться. Про Чуйский тракт не говорим. Ну, так как глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев говорит, чтобы Якутию полюбить, нужно приехать летом, а чтобы Якутию понять, надо приехать зимой. Нужно вообще здесь пожить. Приезжайте к нам надолго. Но по-прежнему самой большой популярностью Ленские столбы пользуются или как? Да, это правда. Еще здорово, что они открылись круглогодично. И у них сейчас, получается, туроператоры у нас возят и зимой, и летом. И ценник на этот маршрут как раз-таки уменьшается за счет спроса. Потому что больше туроператоров начали работать по этому направлению. И это же хорошо для туриста. Потому что когда ценник раньше стоил 25 тысяч, честно, не все туда поедут. А наша задача, чтобы каждый житель Якутии, как минимум, точно поездил, съездил на Ленские столбы, потому что то, чем мы гордимся. Ну и на Синские столбы, которые мы сейчас строим там, тропу за федеральные деньги. К Синским столбам? К Синским столбам, да, 23-й километр, у нас там будут смотровые площадки, и, как вы знаете, один из туроператоров у нас уже по речным круизам туда ввозит туристов, и в следующем году они увеличивают количество дней именно по этому маршруту, потому что он показал большой спрос. Ну вот я не знаю, как у нас, а в других регионах, где развивается туризм, очень жалуются, что вместе с туристами возникают проблемы, такие как мусор и вот эти вот наскальные надписи. Вот у нас как с этим? Наша задача эти наскальные надписи сохранить и именно показывать туристу, как правильно себя вести. Нет, я говорю наскальные надписи в кавычках. То есть появляются мусор и появляются надписи типа «Вася был тут». Да, пока мы, знаете, как с этим боремся. Мы выходим и с Минэкологии, и со всеми сами туроператоры ассоциации организуют субботники, куда ты выходишь и собираешь мусор. Конечно же, так не должно быть. То есть в муниципалитетах должны быть проработаны как раз-таки стоянки для туристов. То есть обязательно мусорные баки, которые приезжает машина и забирает, обязательно вычищайте наши туалеты и так далее. Это все должно быть организовано, и мы эту работу ведем. Но, как вы знаете, что это не так легко идет, к сожалению. Но мы работаем в этом направлении. Когда-то очень много комментариев вызвал пост про то, что хватит уже класть оладушки, значит, вы тут мусорите. Про оладушки. Мне очень понравилось, как проработали это в играх Манчары. Там собрали как раз-таки вот этот набор из оладушек, как оладушки составляющие, но там они были раскрошены. И тем самым то, что раскрошено, мы большого зверя не привлечем. Потому что, например, на Камчатке культура, чем мне нравится, я там тоже была, на Авачинский вулкан поднималась, и они сразу говорят, ни в коем случае не кормим, даже птиц, никого не кормим. Потому что сейчас вы покормили, животное перестало само добывать еду, выходит к людям и начинает требовать от них. И у нас сейчас уже, вы знаете, что и в Ленском районе, и там, где у нас добытчики, выходят медведи. Это не шутки, это не смешно. Мы же оладушками духов кормим, а не Нет, я животных. понимаю, духи могут и поесть в другой виде. То есть это хорошая традиция, это правильная традиция, но ее можно как-то по-другому сделать для того, чтобы это было безопасно. Звери красивые, но издалека. А какие-то новые направления появляются? Да, вот сейчас у нас, например, первый турист, сейчас, наверное, поржете опять, первый туроператор у нас повез на Алдан, точнее, собирает группу в январе, чтобы повезти на Алдан на горнолыжный комплекс, покататься на Селигдаре. Ого! Да, это очень круто, я прям очень радуюсь за это. Плюс также у нас охотский перевоз, это то, что на птиц смотреть, помните, тоже организуется у нас. Там уже построили как раз как наподобие туристический информационный центр, где вы можете приехать, вам расскажут все про птиц, про стерхов, про наших, и расскажут, что в сентябре и в мае это огромный салют из стерхов может лететь над вами, прилетать, и вы можете загадать желание. Потому что, как вы знаете, стерхи вообще зимуют в Китае, но плодятся они у нас в Арктике. И прилетают через охотский перевоз именно в такие определенные моменты. Плюс, конечно же, очень мне нравится, что в Сунтарском направлении есть предприниматель, который оказывает глэмпинг-услуги, он вывозит людей на сафари, и они как будто бы где-то в Абу-Даби находятся, такие палатки, шатры, и наше красивейшее небо со звездами над ними простирается.
То есть вот такие направления у нас есть. И Мунха, конечно же, не забываем про Мунху. Сейчас у нас как раз-таки на этих выходных Мунха Ланхо в Кобельском Улусе будет проходить. И у нас выехало, по-моему, 7 туроператоров на то, чтобы посмотреть, как в следующем году туда привезти туристов. Оценить А в туризм. других регионах северных еще популярны такие туры, как охота за северным сиянием. Да, у нас тоже есть туроператор, который этот маршрут пытался очень долго пробить. Он прям научно к нему подошел и сказал, что в депутатском полгода в году есть северное сияние. И он попросил нас помочь административным ресурсам, чтобы его там встретили, приняли и дали контакты, базы автомобилей, что могут показать туристам. И этот маршрут разработан. Плюс на Николаевском форуме, который у нас проходил в Актемцах, там ребята из депутатского были. И они предложили маршрут «Долина шаманов». И мы его с этим туроператором сейчас соединяем и надеемся, что у нас как раз китайцы начнут приезжать в эту местность. То есть соединили шаманов и северное сияние. Да. Посмотрим, что из этого выйдет. Надо пробовать. Главное, чтобы это не оставалось на листочке бумажки, а переходило в деятельность. Но вместе с тем мы все понимаем, что визит в Якутию – это не самое дешевое удовольствие для туриста, да, потому что перелеты, переезды, питание, тут аренда, внутренняя вот эта вот логистика, да, если ты куда-то за пределы Якутска выезжаешь. Чек выходит приличный, даже если ты там на 3 дня приехал, не говоря уже там про неделю, про 10 дней. И логику условного туриста из Центральной России, в общем, можно понять, зачем ему ехать в Якутию там, за 100 тысяч, если он на эти 100 тысяч может спокойно в условном Египте или Турции. Но там нет такой культуры, которая есть у нас, как минимум. Плюс, давайте честно, у нас в наших землях холода сохранилась такая история, которая не сохранилась нигде, даже если взять русское устье. То есть это люди, которые сюда переселились, они уже в Нижнем Новгороде уже забыли старославянский, а у нас до сих пор его помнят. То есть мы можем раскрывать эту культуру именно с этой точки зрения. Да, пока что это дорого, но у нас появились же от «Авроры» билеты, которые можно купить за 30 тысяч туда-обратно слетать. То есть это же здорово. То есть мы в этом направлении работаем. Мы понимаем, что хочет турист, и надеемся, что он к нам будет приезжать. Потому что люди не тратят денег, если тратят много денег, если они знают, какую эмоцию они получат. Если они едут за ожиданиями, то они едут. И, кстати, по поводу того, что деньги, у нас же на полюсе холода проводят в Вадимеконе марафон, 42 километра, самый экстремальный, в минус летят. И спрос все растет и растет. Там просто не хватает туристических баз, и там, слава богу, они начали строиться. Для того, чтобы больше форум проходил. Но зимний туризм – это, конечно, наша визитная карточка, но это такое больше для экстремалов все-таки. Я не знаю, для экстремалов нет людей, которые хотят испытать себя, почувствовать что-то новое. Потому что в какой-то момент вот это вот лакшери может приесться. И людям хочется почувствовать себя живыми. А в Якутии вы можете себя почувствовать живыми. Мы тут без прикрас. Вы посмотрите, мы тут все настоящие. И это цепляет, потому что за бугром, можно сказать, уже очень много масок. А здесь приезжаешь, и люди откровенно тебе говорят «привет», искренне, с улыбкой. За этим люди едут. Но мы, вы сказали, Мунху теперь предлагаем как туристический, значит, объект. А что еще зимой мы предложим туристам? Зимой, как я сказала, и Алдан, плюс у нас сейчас лыжные походы есть небольшие. У нас сейчас туроператоры молодцы. Они нацелены на домашнего туриста, и они делают походы ежедневно, то есть как-то можно ежедневные и выходного дня. Кстати, о внутреннем туризме. Да, это про внутренний туризм. А как мы можем развивать внешний туризм, приглашать человека, если наш местный житель не знает, куда съездить, что посмотреть? И поэтому нам же, конечно же, нужно нести это счастье и открытость именно для нашего внутреннего жителя. И поэтому я вам советую заходить на сайты туроператоров, смотреть их предложения, и там очень классные, уникальные. Сейчас у нас 170 турпродуктов предлагает туроператоры. Мы прям, знаете, как считаем, заходим на сайт и считаем вручную их все турпредложения. А какой-то единый сайт по типу Go? Он у нас сейчас разрабатывается, он есть, но он, если честно, сделан не очень качественно, иногда слетает. И больше времени он слетает, чем работает. И поэтому мы сейчас пересматриваем его полностью, но тем самым мы не можем заканчивать с СММ, с распространением про нашу Якутию. И мы как раз нацелены сейчас на разные СМИ в регионах, до которых у нас есть авиасообщения. То есть мы не хотим метить на всю Россию, мы хотим метить и на Дальний Восток, и на прямые сообщения. Не только авиасообщения, но и ЖД-сообщения. Но, кстати, про Дальний Восток когда-то обсуждался проект Дальневосточного кольца по типу Золотого кольца России. Сделать Дальневосточное кольцо, и предполагалось, что там Якутск войдет в это Дальневосточное кольцо наряду. Да, я тут уже 1,5 года, я про него слышала, но еще никто меня не тормошил по этому вопросу. Было бы здорово, если бы он организовался, потому что, давайте честно, тут перелеты есть, например, до Хабаровска я смотрела, там за 10 тысяч билеты. В принципе, это дешевле, чем слетать в Тикси.
Вот. И люди поэтому через нас могут сюда прилететь в Якутию и посмотреть на выходные. То есть ты прилетел в пятницу вечером после работы, в 9 вечера сел на рейс, прилетел, отдохнул у нас, узнал, что такое Якутия, уехал к себе. Это же здорово. Главное знать, на что приезжать. То есть тут сайт, да, очень нужен. И работа с авиакомпаниями, со входами, точками с РЖД, с круизными лайнерами, со всем. Кстати, насчет круизов, мне рассказали, что сейчас будет даже до Иркутска круизы осуществляться, и до Русского Устья тоже в том числе, не только до Синска. Ну вот вы про Алдан сказали. Алдан, ну, Неринг, Ленск у нас еще есть, да? Да. О, кстати, Ленск выпустил сейчас свой паспорт туриста. Я вот сегодня пост увидела и прям порадовалась за это. А что такое паспорт туриста? Паспорт туриста – это когда вы приезжаете куда-то и можете поставить печати в разных местах о том, что вы здесь были. Ну, то есть это прикольно. В чем смысле? То, что люди сейчас век технологий, все говорят, да, надо все делать технологии. Я согласна, технологии идут вперед. Но человеку хочется от себя увезти какой-то сувенир, то есть как мини-книжечку, такой путеводитель, грубо говоря, где я был, для того, чтобы им показать и вспомнить там через 3 года, где я был, что я в Якутии еще не попробовал, например. Такой, о, почему бы мне не слетать в Якутию еще раз? Хорошо же. Ну а вот те же самые лыжные базы, почему бы Якутии не стать таким, ну не Куршавелем, но Шерегешу составить? Согласна, я не против, чтобы это стало. Мы как раз-таки сейчас в поисках инвестора на Лебединое, это тоже Алдан, для того, чтобы там очень классные маршруты есть, они составлены. И мы сейчас разрабатываем проект, и на инвест-неделе, по-моему, сейчас в ноябре как раз-таки должны в пятницу-субботу проходить, там будет его презентовать. И на ВЭФе мы его презентовали, и здесь. Чем больше мы говорим про Лебединый, может, чем быстрее нас инвестор найдет. Потому что говорят же, что качество снега у нас какое-то, вот оно особенное, и оно именно для вот этих лыжников У нас очень быстрее как-то идут лыжи. очень подходящее. Точно. И у нас, тем более, начинается зимний сезон в Алдане, олимпийские сборные у нас тренируются первые. Это тоже хорошо. Но вы начали с того, что впервые побывали в МИР, там, конечно, трубку МИР Да, видели. конечно. Вот отдельный блок — это промышленный туризм, да, вот какие у него перспективы, что там? Давайте честно, промышленный туризм – это хорошо, но здорово развивать разностороннее. Не только на промышленный туризм уделять, но и на экологические тропы, и на культурный туризм. Потому что если посмотрите, то про наши музеи очень мало кто знает в мире. И нам нужно их тоже продвигать. Промышленный туризм, он нам помогает знакомить людей с промышленностью, чтобы люди начали понимать, какие продукты мы производим. Что алмазы, например, не только добыча алмазов, но и переработка их, какие у нас есть, что из алмазов вообще делается. Это важно. И плюс в промышленном туризме очень важно соединять промышленность именно с туристическими точками, как я сказала. Это и тропа может быть, это может быть и зоопарк, это может быть и рестораны вкусные, и все вместе ложится в продукт. Вот. Ну, это у нас развивается. Мы общаемся с пищевиками, но к пищевикам мы сейчас не можем делать никакие продукты, потому что у них СЭС. Ну, там очень сложные проблемы по СЭС, туда людей пока не пускает. И те, с кем мы оказываем эту услугу, это федеральный проект «Больше, чем работа», это ЕТЭК. Вот. Они запустили первый туристический маршрут промышленный в Якутии. А может быть, наоборот, не стоит распыляться, а на каком-то одном направлении сконцентрироваться, его как следует распиарить, раскрутить, максимально комфортно там внутри простроить все, и тогда он уже за собой, как локомотив, потянет все остальное. Да, мы как раз-таки сейчас тоже разрабатываем проекты. Это получается, мы разрабатываем маршрут, как я вам сказала, вот Кангаласский улус, Якутск, городской округ Якутск. Вот. Плюс, как вы знаете, в Алдане у нас очень много интересных есть, как минимум музей дружбы. Вы там были в музее дружбы? Сотенцев, да. Потрясающий музей. Я не знаю, почему туда люди не ездят, но сейчас меньше стали ездить. Я там 2 раза за лето была. 1 раз на велосипеде маршрут, 2 раз на машине с друзьями. Вот. Плюс это как раз-таки Алдан, Аймекон, Хандыга и Вилюйская группа. То есть это все нужно делать, и это нужно развивать, вот эти маршруты. И нам говорят о том, что было бы хорошо все по федеральной трассе разработать, сделать. И тоже это как раз-таки, центральную Якутию, грубо говоря, чтобы все знали про наш Якутск, про столицу, и куда отсюда можно добраться до каких точек. Да, мы так и делаем, согласна полностью. А вот как внутренний туризм стимулировать? Вы же правильно сказали, что пока не будет внутреннего туризма, внешнего тоже не будет. Да? То есть пока мы не научимся своим землякам что-то показывать и предлагать, да. Ну что мы можем предлагать куда-то еще? А бывает ведь так, что действительно человек всю жизнь в Якутске жил и на Лисских столбах ни разу не был. Вот как стимулировать самих
жителей республики, как их мотивировать да, путешествовать согласна. внутри республики? Смотрите, но как минимум мы можем начать с детей, что мы и делаем. Наши туроператоры сейчас молодцы, они сами выходят на школы, они устраивают классные часы с детьми, и дети уже приходят к родителям и говорят: мамочка, а почему я на Токуланах до сих пор не была? Вот. И дети, как вы знаете, тоже такой двигатель. Плюс нам нужно повышать информированность у людей для того, чтобы они понимали, что ближайшие горы — это не Сочи, ближайшие горы — это Хандыга и Алдан. К сожалению, не все об этом знают. Вот. И поэтому мы работаем с институтами. На День туризма у нас в кинотеатре «Лена» проходило как раз-таки наши промо-видео про Якутию. И студенты были в восторге, что они узнали про Тампонский улус, про их виды, про Тикси. Это просто нужно доносить, правильно доносить. И я как раз-таки узнала, что на всех площадях у нас может быть 5% социальной рекламы. А туризм относится к социальной рекламе. И мы тут поэтому можем, благодаря, например, в который наш проходит конкурс «Дальний Восток. Земля приключений», нам очень важно, чтобы люди туда рассказывали про свои маршруты, какие они путешествовали, чтобы открывали эти места. И эти как раз-таки видео будут попадать во все федеральные СМИ. Это же круто. Они будут на Wildberries, на Озоне, у них с ними контракт подписан. Они будут на Первом канале крутиться между рекламой. И поэтому, пожалуйста, публикуйте свои видео, маршруты, рассказывайте людям, как вы съездили по Якутии, публикуйтесь в социальных сетях. Не храните это в себе, делитесь. Многие эксперты сегодня говорят о том, что туризм трансформируется, что теперь это уже не просто впечатление и открытие, выходит на новый уровень. То есть мы говорим про музыкальный туризм, про седжегинг, про сталкинг, направления, которые были популярны у туристов в этом году. Вот Якутия что-то может как минимум, что-то собственное, уникальное давайте предложить? раз по-английски, так, birdwatching, то, что я говорила про птиц. Да, про охотский перевоз, наблюдение за птицами. Плюс мы сейчас как раз с кинематографией начинаем сотрудничать, что если выходит какой-то фильм, то они делятся маршрутом, где они снимали, и в этом фильме турист мог бы как раз-таки посетить те же места фильмов, которые им приятны. Вот, это как минимум из креативки, с которой мы сейчас работаем и занимаемся. Вот. А еще, кстати, мы сейчас перезапускаем музей. Как я сказала, что люди, когда мы публикуем о том, что приезжайте к нам в Якутию, турист куда приходит? В музей. И в музее он сейчас, к сожалению, не видит тот продукт, который мы могли бы показать. И вот музей литературы Аюнского, если вы там до сих пор не были, обязательно зайдите в этот музей. Это единственное здание, которое построено у нас под музей. Как минимум. Вот. И там открываются смыслы нашей якутской литературы, которой всего лишь 100 лет сейчас. И это одно из немногих зданий, которое построено в якутском стиле. Да, и там есть настоящий балаган с камельком и со всей утварью. Там дети на летом, знаете, как любят играть в настольные игры якутские, опять-таки. Это стоит того, чтобы увидеть. Вот. И мы его сейчас трансформируем совместно с архитектурой, с управлением архитектуры, сделали проект, и сейчас мы ищем как раз, чтобы туда вошел предприниматель с кофейней или с чаевней, для того, чтобы музей открыл более гостеприимно свои двери. И он, кстати, будет принимать участие во вкусах Якутии, поэтому обязательно можете пойти, это в день хамуса будет, можно послушать хамус, и можно как раз-таки насладиться нашей культурой, литературой. Кстати, многие очень интересуются, как попасть на вкус Якутии. Да, есть программа, вы забиваете просто на сайте как минимум «Вкусы Якутии», плюс мы сейчас сотрудничаем с ЕКТ, с Мостом, и во всех СМИ будет эта программа выявлена. То есть вы там прям заходите в шапочку не «Вкусы», зима начинается с Якутии, пропадаете и можете покупать билеты на «Вкусы Якутии». Или просто, как ресторан у вас есть какой-то любимый, заходите к нему на сайт и там смотрите, тоже должна быть продажа этих билетов. В заключение опять хочется вернуться к вам. У вас в статусе ВК стоит цитата «Хорошо там, где есть я». Получается, в Якутии хорошо? Да в Якутии просто потрясающе. Я всем говорю, переезжайте в Якутию, что вы там на своих югах забыли. Тут у нас женщины не стареют, как минимум мужчины тоже. Почему? Потому что у нас морозы и кетотерапия. Правда. Тут люди действительно, ты посмотришь на женщину, ты не знаешь, сколько ей лет, 20, а на самом деле говорят, мне 60. Ты говоришь, как? Что вы едите? Дайте мне ваш рацион. Вот, поэтому, да, Якутия уникальна. И уникальна тем, что у нас тут сохраняются семейные ценности. Пожалуйста, храните и любите свою семью, это очень важно. Спасибо. 5 мест, которые нужно посетить в Якутии. Сезон независимо? Обязательно, независимо от сезона. Топ-5. Все, поехали. Ваш личный. Ленские столбы, Синские столбы, Покровск, Музей дружбы, Алдан, Мирный, Тикси, Вилюйские пески. Ой, извините,
Очень много мест, которые нас нужно посетить. Это, наверное, то, что я хотела, мой виш-лист. Ну, спасибо вам большое. Да, спасибо. Удачи всей вашей отрасли, курируемой. И давайте развивать туризм вместе. Давайте развивать туризм, больше маршрутов, интересных и разных. И безопасных. И безопасных. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.